Я вообще-то был персональным пенсионером, еще работал. Персональный пенсионер мне было назначено Российской Федерации. Я и получал пенсию и работал. А потом в 1984 году, когда мне операцию сделали, вот тогда я окончательно в 1984 году ушел уже на пенсию, оставил работу. В общем, сложности, значит, я проработал, значит, трудовой стаж мой составляет 52 года. Из них 46 лет в органах прокуратуры. Дмитрий Анисимович, в органах прокуратуры, что это значит? Вот люди представляют прокурора в одной, так сказать, роли обычно. Вот прокурор где-то вот в суде обвинительным заключением какие-то выступает, обвиняет от имени государства. А вообще прокурор это кто? Это неправильное понятие. Прокурор – это защитник прав граждан, прав трудящихся, соблюдение законов, касающихся народу. Это не просто обвинитель, а он вот всей своей деятельностью строго должен следить, чтобы соблюдал законы всем, касающимся и рабочим, крестьянам, и женщинам, детям, все. Вот, так что прокурор – это очень такая большая сила, поэтому ведь люди, граждане говорят, если сильно обижает, нет, я пойду прокурору, жаловаться буду. Это законно. Вот так, так что поэтому надо правильно понимать. Ну, конечно, прокуроры обязаны всегда стоять на страже законности, на страже соблюдения прав граждан. То есть прокурор это гарант? Гарант, правильного слова нашли. Гарант, да. Вот. А как это вот легко вообще удается вот, быть гарантом закона? Вот Нет. В практике вот взять вот. Как Нет, нелегко. Особенности тяжело бороться чиновниками большими, так, которые, в те времена, наверное, особенно. Вот, да, которые беззастенчиво нарушают законы, ущемляют права людей, обижают. Вот. А отсюда и в те времена и партийные органы вмешивались в деятельность прокуратуры, хотя они не имели этих прав. Ну, тем не менее, я вот как прокурор, сколько лет был прокурором, столько лет был членом бюро райкома, депутатом районного совета. Вот. Ну, исполкоме мы не должны состоять членом исполкома, но членом бюро вот почти в каждом районе был. А раз член бюро, то уже тут на партийные органы прислушивались к голосу прокурора. Дмитрий Анисимович, вы путь свой где начинали, где родились? Родился я в поселке Дема Федоровского района, где вот начинается река Дема. Вот. И это поселок, небольшой поселок, сейчас уже его нету. А основной моя жизнь в молодости уже потом прошел в деревне Тиняево Федоровского района. Это родина академика. Да, Антипова. Вы с ним не встречались? Встречался, вон же фотокарточка висит. Это же дядя ведь моей жены, Антипов Каратаев. Встречался неоднократно. А когда в Москве учился на курсе год, я часто был у них. Вот. Он же в Москве уже тогда был, в академике. Ну, год я в деревне поработал, потом меня отправили на курсы счетоводов. В возрасте, знаете, сколько мне было тогда? 13 лет. Вот с этого вот молодого возраста я и пошел. И проработал до призыва в армию. Была мечта такая большая очень, служить в армии. Вообще в те годы очень тяга была. Но, к моему несчастью, значит, врачи забраковали. Вот, забраковали и признали, значит, ограниченно годным в службе в армии.
Мы, конечно, с хозяйкой очень переживали. Тогда я поставил так: из Стерлибашевского района уеду. В 1938 году был призыв. Тогда 21 год призывали в армии молодежь. Вот. Уехать как раз и телеграмма. Я уже главным бухгалтером райсоюза был 3 года. Пришла телеграмма в райком, и кандидатом партии был, и, значит, откомандировать в распоряжение Башпотребсоюза меня. Хотели перевести другой. И когда пришел я в райком партии, значит, секретарю райкома, вот, и по этому вопросу, что я уезжать должен, не буду работать больше главным бухгалтером райсоюза. Да еще до этого инструктором-ревизором год работал. Он говорит: мы тебя никуда не отпустим. Не для того мы тебя растили, маленького, молодого. Так, мы тебе дадим другую работу. Ну, я говорю, кроме бухгалтерской, что? Нет, пойдешь вот помощником прокурора района. Вот, говорит, нам в этом году дали штат, и мы никак не можем подбирать. Я даже засмеялся. Я говорю, а как же так? Я ведь совсем нигде не учился юридически. Оглянулся, сидит прокурор сзади. Он говорит: нет. Он вот был до главного бухгалтера старший инструктор ревизором. Тогда были дано право этому инструктору произвести ревизию в магазинах или других. По выявлении растрат, недостачи он имел право возбудить уголовное дело, провести дознание, и довести до предъявления обвинений и дело сдать нам прокуратуру. Он говорит, 30 дел за 1 год дал. Поэтому, говорит, в нашем районе и растрат теперь, и хищение уменьшилось по системе потребкоопераций. Так что он вполне может работать помощником прокурора. Вот как решалась судьба моей этой прокурорской работы. И меня уже никуда не отпустили. Значит, это назначили помощником прокурора. Я какое-то время там проработал, а потом, значит, меня взяли на курсы юридические в Уфу, прокуратуру республики. И после окончания уже курсов меня назначили прокурором Еремикеевского района. Вот так она пошла и пошла. В каком году это было? Это уже было в 1939 году. Ой, Дмитрий Анисимович, годы-то какие вот по нынешним, вот сейчас вот, когда вот говорят о репрессии и прочее, вот как это было? То, что сегодня пишут, и то, что вы видели, помните. Ну, репрессии я, например, как лично всегда очень тщательно разбирался, независимо. Иногда партийные органы просто глядели на меня, они же ведь выносят решение судить, привлекать к уголовной ответственности, поручить прокурору. Прокурор разбирается, нет там оснований для привлечения. В крайнем случае можно дисциплинарное взыскание наложить. Вот, значит, там я проработал после курсов, значит, около года. Потом меня там назначили прокурором Еремикеевского района на 5 лет. Дмитрий Анисимович, а вот взаимоотношения с НКВД, там вот тройки же судили, в общем-то, да? Нет, тройка она судила не в районах, а тройка судила МВД республики. Мы нам не поднадзорно, мы никаких отношений к тройке не имели. Это наша была судебная система, нормальный народный суд в районе, милиция и все, и прокуратура. Вот, как говорится, карательные органы. А тройки это Уфа разбирала, там прокуратура республики осуществляла надзор. И вот я, значит, что там 5 лет прокурором проработал. После истечения срока уже, вот, это меня перевели прокурором Тишминского района. Вот. Потом военные годы, вот вы прокурором были? Военные годы, это, так, 41 год, да? Так, в каком же году у нас Чишму меня перевели? Половина военного года был в Еремикееве, потом, а половина в Тишминском районе. Дмитрий Анисимович,
Военные годы, как с точки зрения прокурора, какими они были? Как тяжело было? Тяжело народу, конечно, эта победа досталась, да? Да. Вы какие-то случаи, как прокурорский надзор, как-то вот, как было вообще? Вот, как... Но были факты уклонения от призыва. Так иногда, значит, приходилось нам вмешиваться. Я, например, не знаю, с какой точки зрения, не сторонник был судить. Я больше уговаривал и убеждал, значит, и они соглашались. Карательные меры чего? Нам надо солдата, вояку надо, а не тюремщика. Вот с этих позиций я, например, поэтому иногда райком или райисполком или военкомат, когда, скажем, человек уклоняется, не хочет, привлекали нас, просили, вызовите, поговорите. И это вот несколько таких случаев было. И после этого этот человек соглашался ехать, не уклоняться, защитить Родину. Вот и в каждом районе был членом бюро. Райкома меня избирали. Таких конфликтных, значит, обстановка не создавалась. Мы как-то иногда, как говорится, вот один на один сейчас встречается. Первым секретарем иногда мы один на один встречались. Вот. Скажем, они настаивают того-то привлечь к уголовной ответственности, скажем, или председателя колхоза там, или еще кого-то так. Вот, ну то что. Вот, а я наоборот говорю, надо чем привлекать к уголовной ответственности, потому что ведь трудно в военное время, людей нет, техники нет. Лучше помочь надо. Вот. С этих позиций я подходил, не с позиции карательной. Вот. Поэтому, как говорится, я убеждал. Силы воли у меня хватало убеждать. Вот. Хотя я и был и молодой, но я был членом бюро. Меня избирали, уж народ, когда видит, что прокурор гнет не в сторону там партийных советских органов, которые неправильно действуют, а своей твердой законной позиции, больше обращались. Вот. Так что трудности были, много были трудностей, но мы их как-то вот, я же говорю, один на один с первым секретарем много раз приходилось говорить. Вот. Не только в Ермекееве, и в Чешмах, вот, и значит, от Чешмов, и потом я Кармаскалинский. В общем, он около сколько там, 7 районов, Кармаскалы, Бишбуляк, Мияки, Архангельский, Альшеевский. Вот. Чеваш, национальный совет Чеваш лагалачна, прокурор Бузанда, да? Не просто Чамба. Ну вот, Адязыне, Чеваш лаверет, це был маре, кель татарские районы, вот, Кармаскалах, вот, Чишмах, и, ну, татарских. Зема Адязыне Чевашла, а хаме Чеваш Тальгине, значит, Мендуман. Чамба, ну, мои килетюзинде, особенно Чеваш нацизм. Вот. Дмитрий Анисимович, Чевашины был травырсла тем перзех тагайман, кабитник аймала хайн нужи бет, если хрен. А вот если уже знает, что прокурор Чеваш, вот, интересно ведь даже... Дмитрий Анисимович, сирен шамбер пузыки, шамбер. А жиран нерзем, кайра ховар шамбер шинжен кыштах. Ну, Камзем чесерин, а жуанню? Они видят шамра клавильзе. Водормешу. Я говорю, 5 человек остались. Самый младший был, значит, это самый в 30-м году. Тоже у нас был самый младший. 5 человек, в общем, остались. 3 года было Платону, вот, которому сейчас 70 лет справляли. Вот. 3 года. И, ну, осталось потом, вот отсюда уже у нас жизнь очень сложной стала. 5 детей. Отец? Отец обыкновенный крестьянин,
служил в царской армии, потом участвовал в гражданской войне, освобождал заключенных из одесской тюрьмы, значит, прежде всего коммунистов освобождал. Он был несколько раз ранен, и вот здесь в Уфе лежал в госпитале, вот, лечился, участник, значит, империалистической войны, а потом и гражданской войне участвовал. Вот после этого тяжелого ранения, конечно, он уже больше не смог. Вот. Умер он в возрасте, значит, вот, сколько же ему, вот, уж вылетело из головы, 80 лет. Дмитрий Анисимович, прокурор пулны жинченак, пулны як законра пур чамбек положений, с утра, если хрен айтлаган наганшин, хрен челхибе кашма ударади. А вот чамбек случайно булгана и сирин практика. А полно переводчик тогда уже. А она переводчик помала. Обязательно закон так говорит. Если, значит, обвиняемый или даже свидетель, значит, не полностью владеет, значит, русским языком, ему дается право на своем родном языке давать показания, и в этих случаях суд обязан обеспечить переводчика. Выросла пельмен чин, если хренге, то в отряде выросла пельтахайман. Конечно. Конечно. А вот сирнак прокурор пузак выросла хей на манех мен петерлев каладье, а терсибе ухла, ну ландараймаш. Шамик случай полный не астомастер. Что-то точно астомак это такой эпизод. Потому что в этих случаях обязательно приглашали этого толмача. Ага, переводчика. Дмитрий Анисимович, а хабар яла тваняла час пулганы да тванзен пурнаши еще. Ну, поселок Дема уже нет, конечно. Перешли в деревню Теняево, большую деревню. Вот. Бывал, часто бывал. Чевашла калара, Антипов Каратаев, миллешин булна. Эзер милля калажузем булна, милля трибулузем, мен астризене, астризене. Я бы умба близко знакомился, когда Ауланзан. Может, Татьяна Дмитриевна, Теняева, сын, родственник Антипов сын. Вот. А потом уже более так подробно я знал, когда учился в Москве 1 год на курсах. Я часто бывал с ним. Мы с ним туй юрлата марцет, туй двата марцет. Такой интересный он был человек. Свадьба на чувашском языке мы. Песни, да. Поминали, да? Поминали, а как же? Ну, он-то старше ведь меня, конечно, а я пацан еще. Венгрия был, Болгария был, он из земли казахстана, Америка. Ты тебе пал ученый, был студент сам, он учебник земли вернешься. А полностью рамбележин был, обычный, простой, крестьянский человек он. Он же почвовед. Так, по работе он связан были с крестьянами, не только в нашей России, и за границей. Человек простой и простой сын, очень простой. Антипов Каратаев, милей терне пужевать не. Чуваш истории, культуре казахстаны не приместре был милей. Волак я пырзан, значит, давайте вошла ту юридем юрла. Да. И вот ведь тоже оторвался от чувашей. Вот, и давай, я говорю, значит, то, что Плепер, что знал, что вошла, ту юридем юрла. Иксер. Араме вырос бетенде. А дизем вырос, перевалит и все. Зем бельмесе, вот, а я говорю, значит, он спальнинде,
Туйдова вошла. Такой простой человек, очень простой. Вот уйдет на улице, увидит пацана, так, подзовет, и сейчас ему или конфету даст, или еще чего-нибудь такое. Да, вот знакомый мальчишку, да, какой-нибудь? Да, знакомый, конечно, не знакомый, нормально, вот там в своем дома, так, а его все называли дедушка, 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 и все. Вот. Такой простой был, очень простой. Антипов Каратаев'ın фотографиясын кенегизем сіздерде жүгей? Кенегизем жүк. Фотографиям полно. О, фотографии у нас. Мен, манын, Котальвом, там, Буригельке. Тарасов, сене, вообще, и фамилии сене, нет, зем, больше учитель зем, чем Тарасов, сене. Чамбаев, Сирия, даже вот фамилии, Эзерхош, Новоселка раны, или Менрени, Кирюшкин раны, Мануна Невит, Новоселка раны. Вот Петров, всем фамилии, Леш, Леонтий Петрович, и Петров всем. Вот. Иван Петров. Вот, совсем. Митрофан Вечерний Балетник, Терентьев. Вот его родственники Тарасовы были. Анисков, Митрофан. Вот. Сейчас он был председатель сельпо. Узашлечевит. А я бы считал, он. Вот это интересный он был человек. Едем в район, посадит меня, значит. Метрей, я уж по-чувашски метрей. Хорошо, держи. А то, говорит, ты вот упадешь, а я, говорит, приеду, спросят меня, а где же бухгалтер, скажет? А я и не заметил, как ты упал. Ну, 15-летний мальчишка. А он интересный. Вот, Анисков, управление работал же, а он же его сын, это Митрофанов. Николай Митрофанович. Вот такой шутник был. Ты, говорит, смотри, а то упадешь и говорит, мне, значит, скажет, иди и разреши бухгалтера привези. А какой же бухгалтер, 15-летний, что, пацан? Интересный же, ну вот надо же бы отвозить с этим пацаном. Нет, он такой был человек. Вот, такой, очень хороший. Вот. Воспитывал. И жену они подыскали. Они? Да, вам, ага. Да, Татьяну. Ага. Это самый. Продавцом был, значит, это в магазине, как ее фамилия, забыл. Вот он говорит, тебе жениться надо. Я говорю, как жениться? Мне же еще 15 лет еще. Вот, говорит, из школы, рядом школа была, и магазин. Приходят девчата, ой, такие красивые. Говорит, приходи, мы, говорит, выберем. Ну, шутил. А ведь Кузнецовы, вот они Кузнецовы, а ведь Кузнецовы это знаменитый, как говорится, он в армии был, а брат старший Григорий Дмитриевич. Вот. Кирова, когда убили, он стоял в охране Сталина, там сопровождали это самое политбюро, целый политбюро же приехал тогда, вот, в 1934 году. И он в армии был тогда как раз, вот, в кавалерийских частях. Вот он рассказывал, значит, шеренькой стояли от вокзала до, значит, Ленинградской, там, как его, Кремль, что ли, есть тоже какой-то. Смольный, да, вот. Вот. А потом он сперва кавалерии служил, потом стал летчиком. Летчик дальней бомбардировочной авиации. Командовал эскадрильей, и во время войны они громили Берлин своими этими дальней бомбардировочной авиацией.
А брат его, значит, морской офицер. Комбриг, значит, морской бригады. Он тоже в Донбассе похоронен, Петя. А это Григорий был, Григорий Дмитриевич, вот Петр Дмитриевич. Вот, а какая она, эти самые были. Вот. И вот этот, когда он приезжал в отпуск, мы от него не отставали. Детвора бегом. Вот почему меня потянуло потом, вот это в армии, значит, надо идти, а сам оказался слепым. Такая досада, плакал я. Ну, конечно, я тоже плакал, когда меня не взяли в армию. Один плакал, не показывал никому. Обидно было, да? Ну как же? Все время мечтал в армии, в армии, в армии, в армии, и вдруг сказали, непригоден. И мне даже этот самый секретарь Коваленко, секретарь, вот когда он, райкома комсомола, когда он уезжал в отпуск его, я уже в райсоюзе главным бухгалтером был, вот, меня оставляли секретарем райкома комсомола. Полдня сидел в райсоюзе, в бухгалтерской студии, полдня в райкоме, значит. И в военной комиссии был секретарь райкома комсомола. Вот когда первый раз мне показали, я ни черта, 3 ряда вижу, больше нет. Значит, военком Каленов был старый большевик, прошедший гражданскую войну. Ну, говорит, ладно, завтра вот приедет, значит, этот самый из Стартамака врач глазной, сейчас у нас нет. Ну, говорит, завтра еще раз покажем ему. Пусть, говорит, этот, не растеряйтесь. Вот. Может быть, это ты просто так взволновался. Вот. А этот секретарь райкома комсомола Коваленко меня взял и написал 7 рядов. Выучи, говорит. Вы зубрили. Зубри, говорит, а что там? Любой ценой в армию. Да, ну как же. Даже я же его заменял, друг, товарищ был, какой он. Вот. И на другой день приехала женщина пожилая, меня пригласили. Сразу она начала 4-й ряда, и я как чеканю, 5-й чеканю, 6-й чеканю. Он уже на этом остановился. Так он же видит. Коленов говорит, этот самый военный комиссар гражданскую войну прошел. Он мошенник, наверное, выучил. А вчера, говорит, не видел. Ну вот проваливайся. Разоблачили. И она взяла меня за руку, эта женщина, ну, пожилая, как мать, а такая, сынок, повел меня в комнату, где красный фонариком. Посмотрел, эх, сынок, сынок. Я, говорит, понимаю, тяга твоя в армии. Ну и ты слепой. Ты можешь по своим стрелять. Или еще чего. Нельзя тебе с оружием. Вот, ты в военное время ограниченно годен, а мирное время не годен. Ну, я говорю, а так, может быть, где-нибудь в тылу. Ну, в тылу, говорит, тоже оружие дают, в тылу. Вот, я говорю, не обязательно на фронте. Ну, нет, все, признали меня негодным военное время. Мирное время ограниченно годным. Вот такой мошенник был. Не удалось. А Каленов говорит, он мошенник, наверное, выучил. Со вчерашнего дня я уж не выдал Коваленко, секретаря райкома комсомола, который выписал мне эти таблицу. А я вышел, а Таня стоит с Николаем в руках. Шли-то мы в военной комиссии на призывной троем, знакомый, ну, главный бухгалтер все знает. Куда это вы, молодые, собрались? Да я говорю, вот сына в армии призывают. А сыну-то было 3 года. И даже нет, не 3 года. Нет, совсем молодой еще. Я говорю, его вот провожаем. А как же, говорит, вы его завернули ведь? Ну, а Таня, когда вышла, говорит,
Эй, засмеялась сразу. Радостно стало, а то все ходило с опущенными головой. Ничего, говорит, найдется защищать Родину. Ты здесь защищаешь людей честных. Вот. Вот какой интересной истории был. Ну что ж, горевала уже. А потом, вот видишь, как повернулось дело. Сразу райком не пустил. Я хотел в другой район уже ехать. Главным бухгалтером другого района. От обиды. До обиды-то потом уже хватит, сколько можно. Главным бухгалтером почти 5 лет был. Инструктор-ревизором 1 год. Вот. Почти 6 лет. Вот. Ну, Башсоюз. Райком перехватил. Это вот Татьяна моя. Это вот Татьяна моя молодости. Это вот главный бухгалтер меня заменил. Это Анисков, Митрофан, ну, сын. Так. Это вот Платон мой, родной брат. Так. Или сейчас посмотрим. Это самый, вот это Николай. Это вот Марат. А сейчас... Вот, ну это... Сейчас уже на пенсии. Да, сейчас уже на пенсии. Вот тут работники, значит, прокуратуры какого района? Ермекеевского района. Вот видишь? Уже тогда была в Ермекеевском районе. 45-й год. Ну да, она же в военной форме одета. Сохранилась, вот. Это вот следователь, это был Гизятов. Значит, может, помнишь Гизятов? Значит, прокурор Куртавского района был. Да. Вот. Я фамилию только так его самого. Да, это Мурасов. 46-й, 51-й. Чешминский район. Это, значит, вот я вам показал Дерматиевский район. Вот. Где я начал работать прокурором. Вот это самый наш коллектив Мурасов, Гизятов. Это самое в Ермекеевском районе. Значит, он, видишь, раз вот в военное время форму. Это Николаев, секретарь райкома в Чешминском районе. Так. Кого еще показать тут? Ну, тут мы. Так.